Они уже сегодня могут стать татарскими дикторами на телевидении. Такую оценку учащимся второй гимназии Челнов дал председатель комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев. Под его руководством рабочая группа, в составе которой были представители Министерства образования, Всемирного конгресса татар, посетила два образовательных учреждения города – детский сад номер 56 и гимназию номер 2 имени Муланура Вахитова. Цель визита – ознакомление с состоянием национального образования в нашем городе. Муланур Вахитовның шахси әйберләре музеебезнең кадерле бер экспонатлары. Краткая история первой татарской школы Челнов, занимательные рассказы о его знаменитых выпускниках, достижениях. Все это на чисто татарском языке. Экскурсоводы второй гимназии владеют языком в совершенстве, отметил депутат Госсовета Разиль Валеев. А это урок математики в 4 классе. Тема – единицы исчисления. Все задания выполняются на татарском языке. Вторая гимназия в этом плане – одна из образцовых школ не только нашего города, но и республики. Здесь много классов, где обучение и воспитание ведется на татарском языке. Сегодня в Челнах насчитывается всего 11 национальных школ. 23 детских сада, 2 из них, 49-й и 82-й, являются полностью татарскими. Самое главное, что интерес к родному языку, к культуре, традициям татарского народа в данном случае, где мы были вот сегодня во второй гимназии, в детском саду, он сохраняется. Главное, обеспеченность кадрами есть. Город Набережные Челны выходит из положения таким образом, за счет муниципальных средств они и переподготавливают, и они и повышают квалификацию в плане сохранения национальных кадров. Это очень хорошо. По мнению замминистра, теперь задача национальных школ – совершенствовать преподавание татарского языка и литературы, чтобы родители выбрали именно его как урок родного языка. Марьям Файрушина, Римма Султанова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ.